Империя монгольская включала в себя в несколько улусов и раскинулась на величайших просторах. От Китая, я бы даже сказал, Кореи, Вьетнама, ну, до фактически Черного моря, Крыма, Русь, что не говори, все-таки входила в Джучиев улус. А Джучиев улус в свое время тоже входил в Великую Монгольскую империю. Поэтому, собственно говоря, когда мы рассказываем о костюме Золотой Орды, нам, с одной стороны, легко. Обширные территории, множество народов, ну, в общем-то, можем поговорить. С другой стороны, довольно сложно, поскольку в обывательском представлении нашем, современном, ну, костюм и вообще золотоордынский человек, вот что-то типа черта из фильма «Илья Муромец» или «Кощей Бессмертный». Маленький, кривоногий, женщины узкоглазые, все в мехах, на маленьких лошадках, кричат «ку-ку-ку» беспрерывно, ну, в общем-то, жадные, ну и так далее и тому подобное. С третьей стороны, а как вообще сквозь те столетия, которые разделяют нас от нашего времени до того периода, 12, 13, 14 веков, 15 веков. Ну, 12 это уж, наверное, слишком рано я взял. Конец 12 это только становление, даже не империи. Это в конце 12 родился Чингисхан. Но, тем не менее, как воссоздать то, что носили эти люди? Какая была мода? Можем ли мы вообще на это дело как-то посмотреть? Откуда мы можем узнать? Ну, на самом-то деле кое-что можем. Как ни странно, на нашей территории, на территории Татарстана, в древности было до присоединения к России 3 государства. Волжская Булгария. Золотая Орда, булгарский вилоед Золотой Орды был одним из самых развитых, как назывался поэтически, жемчужина в короне монгольских ханов, булгар. Вот. Ну и Казанское ханство. И вот что самое интересное, больше всего мы можем узнать именно об одежде времен Золотой Орды. И дают нам об этом рассказать 3 окошка, 3 взгляда, 3 источника, я бы сказал, 3 составных части, которые позволят нам узнать, а что же они носили. Первый источник – это глаза чужестранцев. Это то, представьте себе отважного францисканского монаха, отправленного Папой Римским в самое сердце неведомой грозной Татарии. Он идет месяцами, мерзнет, голодает, боится, но видит и записывает. И таких источников письменных до нас дошло некоторое количество. Второе окно или второй источник – это кисть художника. Где-то, представьте себе, в далеком Тебризе, при дворе монгольских правителей Ирана, персидский миниатюрист, а несмотря на то, что Персия была мусульманской страной, рисовали они. И рисовали людей, и животных, и все на свете. И вот он рисует. Он рисует, и мы уже воочию можем увидеть, представить себе на основе этих рисунков, как выглядела одежда. Она передает цвет, она передает общий силуэт, масса подробностей, которые не опишет нам товарищ, который поехал в далекое путешествие. Третье окно, третий источник, он, наверное, самый добросовестный, самый скрупулезный, но в то же время самый, как бы сказать, молчаливый, что ли. Это лопата археолога. Археологи ведут раскопки вот уже порядка 200 лет. 200 лет изучают Золотую Орду. И постоянно археолог получает самые разные вещи. Бывает, что находит и костюмы. Бывает, что целые комплексы костюмов в различных погребениях. Давайте немножечко обратимся, я поподробнее расскажу об этих источниках. Но вот письменные источники. Представьте себе францисканец Гийом де Рубрук. Он человек основательный, наблюдательный, с цепким взглядом фламандского ремесленника. Он пробирается в 1253 году ко двору хана Мунке. Он пересекает владение хана Бату. Его не столько интересует роскошь, сколько быт, устройство вещей. Он вообще разведчик на самом-то деле. Как именно устроен кафтан, из чего сделан удивительный женский головной убор, какая одежда у монголов. Он наш главный свидетель по костюму XIII века эпохи становления Золотой Орды. Или перенесемся на 80 лет вперед относительно Гийома де Рубрука, в 1333 год. По пыльным дорогам улусу Джучи
едет совсем другой человек. Это Ибн Батута, величайший путешественник исламского мира, искушенный, он повидал очень многое. Он прибывает ко двору хана Узбека в Сарайберке и попадает в совершенно другой уже мир, не тот, который описал нам Гийом де Рубрук. Это уже не стойбище суровых воинов, а столица блестящей мусульманской империи. Взор Ибн Батуты услаждают фонтаны, дворцы, и его слух – это речи богословов. Ибн Батута – наш проводник в мир XIV века, в золотой век империи Золотой Орды, когда степная простота сменилась уже имперской пышностью. Но не только путешественники оставили нам свои записи. При дворах султанов, ильхамов, ханов служили ученые-энциклопедисты. Ну, например, такие как Аль-Умари Рашид ад-Дин. Он сам не бывал в сарае, но скрупулезно собирал сведения купцов, послов, перебежчиков, его собственных современников. Их труды подобны докладам разведки. Откуда ведут ткани, какие меха ценятся больше всего, что носят воины, а что чиновники, сколько стоит хороший халат. Эта информация лишена эмоций, и Рашид ад-Дин полон бесценных фактов, позволяющих реконструировать экономику и торговлю, и даже одежду. И где-то на заднем плане слышны голоса наших русских летописцев. Они тоже немногословны. Ордынец для них – это татарин, враг, но даже сквозь неприязнь прорывается удивление при виде ордынского посла, который одет в узорчатые ткани, в сапогах из дорогого красного софьяна. Это короткие ремарки, как вспышки молний. Я назвал только 3, на самом деле их достаточно много, тех людей, которые оставили нам свои записки. Изобразительные источники. Слова, даже самые точные, оставляют простор для воображения. А мы можем увидеть то, что носили эти люди. У нас есть средневековые художники, пусть невольно, но они стали как бы фотографами для нас. Представьте себе скрипторий в Тебризе, в столице монгольского властителя Ирана. Могущественный визирь Рашид ад-Дин заказал иллюстрированную историю монголов, знаменитый сборник летописей. И вот художник, склонившись над листом, выводит тонкой кистью сцену из жизни Чингисхана или Пир-хана Бату. Он никогда не видел этих людей, видит только монгольских амиров, наенов вокруг себя каждый день. То есть Батута он не видел, а вот этих людей он видит каждый день, он перерисовывает достаточно точно то, что он видел. А теперь перенесемся на север, например, в Китай, Ханбалык. Ведь Китай это была не только провинция, можно сказать, центром монгольской империи, столицу великого хана Хубилая. Придворные художники пишут на шелке официальные портреты императоров монгольской империи Юань и их жен. Их лица бесстрастны, позы каноничны, но одежда выписана очень точно, со всей скрупулезностью. Мы видим даже фактуру ткани, мы видим блеск золотого шитья, мы видим каждую жемчужину на головном уборе императрицы. Это эталон имперской моды. Ну и Русь тоже. Неужели не осталось изображений? Да, остались, конечно. Остались, но они совсем другие. Откроем тяжелый том летописного лицевого свода. Русский книжник XVI века, иллюстрируя события 300-летней давности, рисует приход ордынского посла к русскому князю. Конечно, он не стремится к этнографической точности. Ордынец для него вообще обобщенный образ. Но откуда он берет этот образ? Из окружающей его действительности. Он видит и ногайских татар, и крымских послов, и купцов, и он рисует то, что ему знакомо. Каждое изображение – это загадка. Мы должны учитывать, кто был художник, для кого он работал, что хотел сказать. Но когда мы видим, что персидский миниатюрист, китайский живописец и русский книжник, пусть и по-разному, но изображают они на самом деле одно и то же, и изображают они не вымысел. Слова и рисунки – это, конечно, очень хорошо, но до нас, слава богу, доходят и подлинные артефакты. Но представьте себе жаркий день, летний, в Поволжской степи. Археологическая экспедиция вскрывает очередной курган, насыпанный 7 веков назад. Под слоем земли открывается погребение знатной ордынской женщины. Кости истлели, но в сухой почве произошло чудо, сохранились фрагменты шелковой ткани, истканной золотыми нитями. Рядом россыпь золотых пластин, некогда украшавших высокий головной убор. И так описывается находка из знаменитого кургана у села Царев. Теперь мы можем не просто читать у Рубрука о шапке Бокке. Теперь мы можем взять в руки, конечно, в перчатках, ее золотые детали. Также из Астрахани дошло до нас погребение Маячный бугор, где похоронена женщина, и от нее остались, не только кости, она была одета полностью
все, что на ней одето, дошло до нас. И сапоги, и нижний халат, и верхний халат, и шапка бокка. Или вот другая история. В Воронежской области. Небольшое село Подгорное. При строительных работах находят древний мавзолей, а в нем погребение знатного воина XIV века. И снова удача. В герметичной камере сохранился почти целый мужской халат из плотного шелка, подбитый мехом и пара изящных софьяновых сапог. Теперь у историков костюма есть не просто рисунок, а идеальная выкройка. Можно понять технологию пошива, изучить швы, увидеть, как именно краились рукава, как краился подол и чтобы было удобно сидеть в седле. Такие находки, они редки, как алмазы, но они есть. Гораздо чаще археологи имеют дело, так сказать, с мусором, что ли, прошлого. Но для нас это бесценные сокровища. Накладки различного рода, украшения. Пусть и разрозненные, но они дают нам возможность не просто воссоздать, а увидеть, как это все делалось, как это все не просто носилось, а как оно было создано, уровень технологии. Ну что ж, браслеты, перстни, бусы, сердолика, изобразительные вот эти вот вещи, письменные источники, они тогда работают и дают нам полную картину, когда работают все втроем. Когда рассказ средневекового автора подтверждается персидской миниатюрой, когда персидская миниатюра и рассказ подтверждается археологической находкой, и мы можем сказать, да, это так оно и было. Ну, прежде чем мы начнем рассказывать непосредственно о костюме, давайте познакомимся на самом деле с состоянием ткацкого ремесла в Джучевом Улусе и Монгольской империи. Империя Чингисхана и его потомков была не просто военной машиной, сметающей все на своем пути. Это был гигантский, невиданный доселе плавильный котел, в котором смешались народы, технологии, ремесла. Представьте себе взятие богатого средневекового азиатского города, например, Самарканд или Бухара. После того, как утихает звон сабель, после того, как утихает бой, воины получают приказ всех ремесленников, ткачей, ювелиров, оружейников собрать, отделить от прочих пленников. Этих людей не убивали и не обращали в простое рабство, их ценили на весь золото. Целыми кварталами их сгоняли и отправляли вглубь империи. В данном случае к нам сюда, на Волгу. Вы ведь, наверное, знаете, что от Казани до Астрахани каждый современный город и Ульяновск, и Самара, и Саратов, и Волгоград, да мало ли их, и Астрахань имеют золотоордынские корни. В свое время хан Батый понял, что завоевать империю сидя на коне можно, а вот управлять империей и вообще сохранить империю сидя на коне нельзя. Была развернута целая программа, как бы сейчас сказали, строительства городов. И вот в эти города сгоняли ремесленников. А что это обозначает? Это там для них создавали специальные государственные мастерские, карханы назывались, где они должны были работать на хана и на его двор. А что это обозначает? Произошла настоящая технологическая революция. В одной мастерской могли оказаться и китайский мастер, знающий секреты шелководства, и персидский ткач, владеющий искусством создания сложнейшей золотой парчи, и наш, например, булгарский умелец, знаток обработки льна и шерсти. Они обмениваются опытом, они учатся друг у друга, они работают на станках невиданных прежде конструкций. Да, вот, кстати, насчет станков невиданных прежде конструкций. Это время, когда появился ткацкий станок с вертикальным наматывающим, как бы это называется, валом. Дело в том, что до XII-XIII века ткацкий стан был либо горизонтальный, как это было еще в античности, большой станочек, куда пробрасывается, либо еще больше горизонтальненький такой, когда вся полоса ткани на 15 метров растягивается, и мастер, передавая, уток из рук в руки, пытается эти 15 метров пройти. Но в городах места мало. Раскинуть 15, а то 30-метровую полосу, нитей и ткани очень неудобно, не хватает места. И поэтому, так сказать, ткацкие станки стали расти ввысь. Появился вот этот наматывающий вал, на который можно намотать уже изготовленную ткань. Вот вы можете посмотреть, как это на рисунке изображено на китайской летописи, на китайской миниатюре. В это же время, соответственно, разрабатываются новые и новые виды красильных тканей, а уж выткалывать различного рода узоры люди научились задолго до описываемого мною периода. А тут все эти мастера сошлись вместе. Так произошло в ткачестве. Впрочем, так произошло фактически в любом виде ремесла, который был
во времена Золотой Орды. И металл, и кожа, обработка, и все, что угодно. Ткань в мире Золотой Орды была гораздо большим, чем просто материал. Это была валюта, это была награда, это был символ власти и даже политический инструмент. Потому какая ткань пошла на халат человека, можно было безошибочно определить его место в сложенном пестром мире. Вот у меня здесь есть небольшая цитата. Вот Ибн Батута писал: «Султан, то есть хан Узбек, пожаловал мне почетную одежду и дал лошадей. Обычай султана таков: когда он жалует кому-нибудь почетное одеяние, то тот садится на лошадь, едет в одеянии в свой дом, всем хвастается, особенно важно, если это одеяние из шелка». На вершине этой пирамиды есть ослепляющий шелк, он был абсолютным символом роскоши. Караваны из верблюдов месяцами тащили драгоценные ткани из далекого Китая, до иранских городов или из среднеазиатских оазисов до нашего Крыма. Шелк шел разными путями. Простой гладкий шелк шел на рубахе знати, атлас с матовым блеском и узорчатый дамас ценились дороже. Ступенью ниже стоял хлопок. Он не стоит представлять его себе как нечто простое и дешевое. Да, из грубого хлопка шили рубахи и для простых воинов, и для подкладки. Но из Средней Азии и из Индии привозили тончайшие хлопковые ткани, которые ценились за легкость и комфорт в летний зной. Для холодного времени года ничего не было лучше шерсти. Простые кочевники ткали из овечьей шерсти грубое, но очень теплое сукно для своих халатов. Ну и здесь был знаменитый свой, можно сказать, люкс. Через крымские порты генуэзские купцы привозили в Орду знаменитые европейские сукна из Фландрии и Англии. Они были тонкими, мягкими, ярко окрашенными и стоили очень дорого. Ну и, наконец, можно сказать, в самом низу этой иерархии, хотя я бы так не стал легко говорить, это были лен и конопля, ткани покоренных оседлых народов. И если для Руси шелк – это, можно сказать, пожалование, то примерно то же самое пожалование – это льняные ткани для каких-нибудь ханов-беке в южных районах Монгольской империи. Так в одном только выборе ткани для одежды отражалась вся социальная структура улуса Джучи. Вот сейчас сзади меня я покажу те материалы, виды тканей, которые были в 13, 14, 15 веках в Золотой Орде. Ну, прежде всего, крестьянская домоткань – это обыкновенная льняная, как правило, значит, соответственно, ткань. Домоткань цветная, красить научились уже достаточно давно, и в это время цветная ткань, пестрить, вот эти вот простейшие узоры могли выткать не только, как бы сказать, ну, в общем, даже в самых небольших деревенских мастерских. В более серьезная ткань, домоткань с узором, льняная, конопляная, в азиатских странах хлопчатобумажная, была очень хорошо распространена. Но сейчас мы говорим хлопчатобумажная ткань с прекрасными узорами. Вот образец хлопчатобумажной ткани с узорами, которые делали в Тебризе. Шелк был очень богатым, шелковая парча к тому времени уже была, и в конце XIV века стали появляться бархаты. Ну, тот самый прекрасный бархат, который мы знаем сейчас. Это были шелковые бархаты, ценились неимоверно, но, тем не менее, они уже были и в XV веке были вовсю. Русский лен ценился, так сказать, на юге, поскольку льняная одежда тоже прекрасно, сохраняет тепло, и, ну, как бы это сказать, с другой стороны, сохраняет, дает возможность прохладно одеться. Как я уже сказал, китайский бархат ценился фактически на вес золота, ну а азиатские и монгольские сами, сказать, ткачи давали прекрасное сукно. Надо сказать, что не только вытковывать ткань могли, не только делать узоры, причем на самом деле, когда изучаешь вот эти узоры, среди реконструкторов ходит такая баечка, что, дескать, как они могли получать там какой-нибудь большой красивый цвет, ну там, скажем, золотой, там, скажем, пурпурный. Любой цвет могли получать. Просто был один маленький нюанс. Они очень быстро
быстро выцветали, а до нас доходит фактически просто такая коричневая. Любой фактически цвет. К концу 14 началу 15 века появился новый способ наносить узор на ткань – это набивные доски. То есть, когда мы видим набивную ткань, когда есть узор, это предтеча, фактически потом будет на основе набивных досок изобретено книгопечатание. Пришли, опять же, из Китая, через Золотую Орду. Ну что ж, я могу сказать, что не только ткань был материалом для одежды. Мы можем сказать и, соответственно, что и другие природные материалы использовались в изготовлении одежды Золотой Орды. Прежде всего, это меха. Наша Волжская Булгария в то время держала монополию на торговлю мехами с северными народами, как они их называли, Вису, как они, значит, народы Вису, так называемые. Но это черемисы, ватяки, удмурты современные, мордва, в конце концов, те, кто живет в лесу и кто прекрасно бьет мехового зверя. Поэтому меха из Волжской Булгарии очень здорово ценились в Золотой Орде. Причем, еще раз хочу подчеркнуть, конечно, меха и из Руси шли, безусловно, но монополию по Великому Волжскому торговому пути на меховые, так сказать, шкурки держали именно волжские булгары. Ну, она шла, безусловно, на шубы, на украшения. Кожа. Безусловно, кожа – это то, что у кочевников было в огромнейшем количестве. Кочевые способ хозяйствования с его большим количеством животных дает возможность кожевенного изделия. И поэтому кожа использовалась для фактически того же самого, для чего использовалась и ткань, только непромокаемая. Одежда кочевника, особенно одежда, так сказать, простого или для путешествий из кожи, постоянно использовалась. Ну и надо ли говорить, что она используется для сапог, для курток, иногда для шкатанов. Ну и была кожа, соответственно, очень дорогая, шедшая опять же из Волжской Булгарии, это кожа аль-Булгари, очень тонкий софьян, заметьте, зеленого и красного цвета. Получать зеленый краситель для кожи в то время это было очень и очень сложно. А вот наши волжские булгары, или те люди, которые жили в Волжской Булгарии, такой зеленый краситель могли и достаточно хорошо получали. Это пишет Дон Гонсалео де Клавиха в своем труде «Путешествие к двору Тимура». Он там проезжал и видел таких людей, у которых были сапоги из кожи аль-Булгари. Береста в северных районах, находки кочедыков костяных, то есть из чего плетут лапти, ну и, соответственно, другие вещи. Береста использовалась так, например, береста использовалась в шапке бокка. То, что сейчас мы все делаем из картона, они тогда делали из бересты. И вот этот знаменитый, так сказать, сапожок, тоже давал. Местная, не только привозная ткань была, и местное производство тканей. И о чем говорят, и у нас, к сожалению, не так хорошо в наших землях сохраняются органические остатки. Археологи не могут давать множество таких вещей. Но находки многочисленных пряслиц говорят о том, что тканничество у нас было. Соответственно, кочевники со своей шерстью давали не только кожу, но и войлоки, хорошие сукно прекрасные они давали. А среднеазиатские товарищи везли сюда не только, соответственно, шелк, но и хлопок. Наши мастера обрабатывали не только русские, но и наши мастера татарские, нет, булгарские, тогда уж, наверное, по-татарски не стоит говорить. Прекрасно обрабатывали и лен, и коноплю. Надо ответить, что через степи, пустыни и горные перевалы от стен Хан-Балыка до генуэзских факторий в Крыму тянулись бесконечные нити караванных путей. И в XIII веке случилось невиданное. Это очень важный момент для того, чтобы понять про костюм-то. Почти все эти караванные пути оказались в одних руках. В руках монгольских ханов. Наступил Пакс Монголика, то есть монгольский мир. Железной рукой ханы навели порядок на дорогах, разбойничьи шайки были истреблены, караван-сараи отстроены, колодцы вырыты, и купец, заплативший пошлину тамгу, мог пересечь всю Азию с небольшим отрядом охраны, не боясь за свою жизнь и за свой товар. Золотая Орда оказалась в самом сердце этой гигантской торговой системы. Тут сзади меня на карте видно Золотая Орда. Напомню, что она входила в Великую Монгольскую империю. И представьте себе Волгу в районе Сарая,
Караван-Сарая – это ведь не просто река, это главная улица Евразии того времени. По ней даже по сухопутным дорогам, идущим параллельно реке, движется основной поток товаров. Это поток из Китая, из Средней Азии, это великий Волжский торговый путь, который пронизывает Золотоордынское государство. Вот если Великий Шелковый путь, он его, так сказать, по южной части пронизывает, а Великий Волжский торговый путь с севера на юг пронизывает это большое государство. И они встречаются на территории Улуса Джучи, и получается, что торговля распределяется везде. Еще в древности между Каспийским и Азовским морем существовал еще один торговый путь. По нему, кстати, в свое время пришел на нашу землю Ибн Фадлан. Это путь, который шел через Самарканд, через плато Устюрт, через южноуральские степи, опять к нам сюда, на Волгу. Он пронизал во времена Золотой Орды, во времена Джучева Улуса. Этот путь караванный тоже активно использовался, на нем были построены различного рода караван-сараи, ну и торговля, как я уже процветал. Страна эта безопасная, и путешествовать по ней хорошо. На всем протяжении ее, от Крыма до Хорезма, на расстоянии 4 месяцев пути находится, можно найти арбу, принадлежащие тиркам. Караваны следуют из Хорезма в Крым и обратно. И даже женщина и девственница с мешком золота может пройти, ничего не боясь. Пишет Ибн Арабшах в своей книге «Чудеса преодоления в судьбах Тимура» 15 века. Ну что ж, давайте все-таки начнем разговаривать не о торговле, не о тканях, а о моде. Значит, прежде всего хочется ввести такое понятие. Было два понятия во времена Золотой Орды – это имперская мода и местная мода. Войдя в шатер ордынского вельможи или на базарную площадь в сарае, наблюдатель того времени мог бы увидеть удивительное смешение лиц, языков, ну и, конечно же, одежд. Костюм в Золотой Орде не был единым мундиром. Он был сложной мозаикой, в которой четко распределялось два главных узора – имперский и местный. Имперская мода – это был стиль власти, униформа завоевателей. Его носили чингизиды, высшая монгольская аристократия, военачальники-чиновники, те, кто управлял этой страной. Этот стиль был узнаваем от Дуная до Иртыша. Его главным признаком был халат с запахом налево. К нему прилагался наборный пояс в обязательном порядке с золотыми или серебряными бляхами. Ну, те, кто победнее, мог носить пояса с медными бляхами, но обязательно с бляхами.